Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что не заставить себя долго ждать? Какие события, ситуации, люди, может быть, какие-то действия. Да? Сейчас мы все это посмотрим, все это узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте смотреть. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Здесь какой-то очень важный разговор. Разговор начнется каким-то случайным образом, знаете, вот не по плану. Вы не планировали, человек не планировал, но разговор прям такой серьезный, очень серьезный, основательный, я бы даже сказала. Здесь идет открытие своих истинных, например, чувств, эмоций, намерений, действий. Да? Человек объяснит, либо вы объясните, почему вы поступили так, почему поступили не иначе. То есть люди прям проработают ситуацию с друг другом от начала и до конца. Вы после этого разговора на друг друга посмотрите совершенно другими глазами. То есть вам человек откроется с какой-то тайной для вас стороны, и также вы для этого человека откроетесь. Долго будете говорить обо всем, ну и по итогу очень прекрасное завершение. Ваши отношения, ваши взаимоотношения, они значительно улучшатся. Если это близкий человек, то я вас поздравляю. Отныне вы друг друга просто понимаете с полуслова. Если это какой-то новый человек, либо малознакомый человек, то вы однозначно сблизитесь, подружитесь, ну, либо перейдете на какой-то более высокий уровень в ваших отношениях. Не бойтесь говорить то, что вы думаете, и не стесняйтесь, когда вы выражаете свои чувства, эмоции, либо желания. Это очень важно, это вам очень поможет. Так, следующий момент. Следующий момент связан с какими-то покупками, закупками, запасами, ну, либо с каким-то очень важным приобретением для вас. Я вижу, что вы в сегодняшнем дне как-то не настроены на какие-то серьезные покупки, на какие-то серьезные основательные расходы, вы не настроены. Да, есть какие-то хотелки, есть какие-то ожидания, есть какие-то планы. Но так, чтобы прям сегодня либо завтра пойти и выложить крупную сумму, это нет. Этого в ваших мыслях, в ваших желаниях точно нет, категорически нет. Но, смотрите, здесь воля случая, воля судьбы. Либо вы окажетесь в таком месте, либо кто-то из ваших знакомых окажется в таком месте, где будут просто замечательные цены, приятные, лайтовые, там большие скидки, не знаю, распродажи, может быть, даже какие-то вещи с уценкой продаются, предметы, вещи. И вы вот вспомните, да, подумайте, ага, мне нужно это, мне нужно то. Цена настолько приятная, что грех не купить. Я вижу, что вы так конкретненько скупитесь, и это будет очень выгодно для вас, очень-очень выгодно. Смотрите, я вас, конечно, поздравляю с такими выгодными приобретениями, но старайтесь поменьше о них рассказывать. Старайтесь поменьше, особенно родственникам, не самым близким, но родственникам, да, старайтесь не особо рассказывать, потому что может пойти зависть, потому что вот эта жаба грудная проснется, да, противная, и вещи могут ломаться, там, если какие-то предметы, да, ломаться, если вещи, то могут рваться, да, могут быть вот такие вот неприятные моменты. То есть человек попросту поглазит, попросту вот обозлится на вас, начнет негативить в вашу сторону, да, очень много грязи начнет лить в вашу сторону, а вы понимать не будете, да, почему так происходит. А это жаба, да, задавила жаба этого человека, спать не сможет этот человек, будет думать, как же вы так выгодно себе что-то приобрели. Поэтому купили, дома там сами с собой порадовались, и никому не рассказывайте. Никому не рассказывайте, что вы так выгодно что-то приобрели. Это очень важно.
Зависть вот среди родственников, именно в вашем окружении, в вашей семье, она прям очень сильная. Родственник не просто завистливый человек, но еще и энергетика очень плохая. Да? Очень плохая, может и поглазить, и что угодно может сделать. И у кого-то даже отыграется, что человек еще и агрессивный. Помимо того, что завистливый, еще и очень агрессивный. Очень злопамятный и мстительный. Вот. Поэтому имейте это в виду, не пренебрегайте этой информацией. Знаете, как песок вас предупреждает, да? Знай и себя защищай. Да? Защищай. Не провоцируй. Не провоцируй на эту злобу, на эту зависть, на этот негатив. Так, следующим моментом идет какая-то встреча. Встреча в какой-то организации, в каком-то учреждении, в каком-то здании. Знаете, говорят, казенный дом, да? Когда на картах гадают, да, казенный дом. Встреча очень такая нервная, напряжная для вас. То есть вы будете переживать, вы будете нервничать, вы будете в себе что-то не уверены, прям совсем не уверены. Но вас там очень хорошо встретят, к вам очень по-доброму отнесутся, очень, знаете, так внимательно и выслушают, и посоветуют, и подскажут, и даже что-то для вас сделают, там, знаете, как направят, перенаправят. Ну, люди будут стараться. Вам эта встреча, она каких-то два блага несет. Да? Либо это свидание, встреча, там, назначенное, может быть, какое-то рандеву, несет вам два позитивных момента. То есть вы идете, например, решаете свой вопрос и еще что-то. Либо в процессе решения своего вопроса вы получаете одно и получаете второе. То есть вы туда идете так на ватных ножках, переживаете, боитесь, себя настроили, накрутили на негатив. А это все заканчивается просто большим-большим плюсом, причем двойным плюсом. Да, вам будут рады, вам действительно будут рады и для вас будут стараться. Да, вам повезет. Вам повезет. В казенных вопросах, в казенных домах вам точно повезет. Так, следующий момент. Какой-то уровень мастерства. Ваш уровень мастерства. Значит, вы что-то умеете делать. И делаете это на уровне Бог, да? Закрытыми глазами. Здесь вам предоставится возможность себя как-то прокачать и усовершенствовать. Либо вы у кого-то что-то увидите, и вас это очень заинтересует, какой-то, может быть, новый подход, какая-то новая техника, прям, знаете, такое необычное что-то. Либо это будут какие-то действительно курсы, какие-то мастер-классы, да, какие-то обучающие программы. Вот. Мои хорошие, понятно, что на свете такого не бывает, что человек знает все про все, но учиться, развиваться нужно. Нужно обязательно. Если вы будете сомневаться, стоит ли вам идти, обновлять, прокачивать свои знания, либо лучше оставить как есть, конечно же, идите, развивайтесь. И дело даже не столько в знаниях, сколько, может быть, даже в каких-то знакомствах, полезных связях, может быть, какая-то очень важная информация, которая для вас была раньше недоступна. Однозначно надо и подучиться, надо и посовершенствоваться, надо же и себя еще показать, да? Себя еще показать, прорекламировать. Кто знает, может быть, какое-то предложение очень интересное поступит. Поэтому, если будет выбор стоять, идти, не идти, конечно же, идите, конечно же, учитесь, конечно же, занимайтесь. Ваше мастерство, оно никуда не девается, но с вами так и остается. Просто вы его как тренируете, понимаете? Вы его тренируете. Это тоже очень полезно. Так, следующий момент связан с изменениями в вашем доме, с перестановками, с усовершенствованиями, с улучшениями и также, возможно, даже как смена жилища. Смена, да, переезд с одного дома в другой дом, с одной квартиры в другую квартиру. Это, конечно, муторно, это, конечно, хлопотно, но это желательно. Желательно, понимаете? Может быть, вы давно ничего дома не делали. Может быть, место, где вы сейчас живете, вам уже порядком надоело. Знаете, вот мне идет вообще какой-то застой энергетики. Застой, вот в прямом смысле слова застой. Может быть, вещи у вас неправильно, там мебель неправильно расставлены. Может быть, неудачно расположен ваш дом, либо ваша квартира. В любом случае, все мысли, которые вот вас будут посещать, либо предложения, а давай-ка там передвинем мебель, а давай-ка, может быть, какой-то ремонтик сделаем, а давай-ка переедем, все они очень хорошие, благополучные и ведут только к позитиву. Поэтому не надо этого бояться, просто нужно брать и делать. Все равно лучше что-то менять, что-то обновлять, да, впускать новую энергетику в свою жизнь.
Это, кстати, очень положительным образом скажется и на вашем здоровье. Я не буду говорить, что ваша квартира, жилище плохое, но лучше обновить. Обновить, либо передвинуть мебель, либо что-то подкрасить, может быть, что-то новенькое прикупить, либо действительно переехать. Да? Новая энергетика должна войти в вашу жизнь. Так, следующий момент. Подарок. Подарок от мужчины. Мужчина, который к вам либо очень хорошо относится, ну, вот, как друг, например, да, друг либо родственник, либо действительно вас любит, и мужчина, который будет выражать свое отношение через подарок. То есть, скорее всего, вам будет что-то подарено. Не всегда это отыграется, там, кольца, не знаю, там, сережки, колье, да, это могут быть и какие-то другие вещи, но очень такие ценные вот в качестве выражения чувств. То есть посмотришь на эту вещь и скажешь: он, ну, любит заботиться. Ну, допустим, если вы взрослая женщина, да, ваша, например, там, внук, либо сын, либо внучка, дочка, да, подарит вам какую-нибудь там теплую вещичку, да, вот, выразить свою любовь и заботу, чтобы вы не замерзали, чтобы вам было хорошо. Если мужчина вас любит, ну, допустим, да, он может подарить какое-нибудь там красивое колечко. В колечке там будет написано там слова любви, слова преданности, да, то есть человек выражает через подарок свои истинные чувства, свое отношение к вам. И вот я вижу, что вам будет очень-очень приятно. То ли вы давно подарков не получали, то ли конкретно от этого человека вы не получали не только подарков, но и, наверное, не было разговора о том, как вы друг к другу относитесь. Да? Ну, как жили, там, общались. А вот конкретных каких-то признаний, да, их не было. А тут вы их сразу получите. Так, следующий момент связан с работой. Работа, рабочие вопросы, деловые связи. Смотрите, вы столкнетесь с такой ситуацией, когда вы станете очень-очень востребованным человеком. Если мы говорим о вашем мастерстве, я, конечно, вас поздравляю. Но если мы говорим о каком-то конкретном рабочем процессе, да, возможно, ваши коллеги будут там увольняться, ходить в отпуск, болеть, да, и работа будет становиться все больше и больше. И эта работа будет ложиться на ваши плечи. Мои хорошие, без вас, вот как будто бы все. Никто нигде не работает, и все остановилось. Ощущение своей важности, ощущение своей значимости, подтвержденное чьими-то словами. То есть ваш начальник, непосредственный начальник, либо самый высокий начальник, вот прям будет подходить, сжать вам вот так двумя руками руку и говорить: вот если бы не ты, мы бы пропали, да? Компания бы разорилась, закрылась, да, там все клиенты бы ушли, а ты молодец, ты нас выручаешь, ты нас спасаешь. Ты наше все, да, вот так и будут вам говорить. Если вы работаете сами на себя, неважно какой деятельностью вы занимаетесь, то тут идет именно всплеск вашей востребованности. Знаете, как в один момент всем вы понадобитесь, о вас вспомнят все на свете, да, как будто бы весь город о вас узнает, и все пойдут именно к вам. Да, вот мне нужно в первую очередь. А я там доплачу, а я заплачу, а вот примите, а в любое время, да, только к вам хочу. Вот у вас прям такой... Как такое столпотворение из этих клиентов, из этих желающих получить ваши услуги, ваш сервис. Вы немножко, кстати, можете даже растеряться. Не бойтесь работы, вы совсем справитесь, вы молодец. Я вижу, что вы можете заработать очень хорошую денежку. Вижу, что вы даже можете себя как-то прям так раскрутить, разрекламировать, да, потому что люди будут приходить разноплановые, разновозрастные, и люди прям будут вас нахваливать. Каждый в своей сфере, каждый в своем, например, кругу общения, да, в каждой, например, возрастной зоне. Да, к вам прям поплывут и денежки, и клиенты, и очень много новых людей к вам придет. И вы уже будете даже, возможно, отбирать, либо выбирать, да, как-то ранжировать, да, кого вы принимаете сейчас, кого попозже, кому какую цену, может быть, назначить. Может быть, даже будете каким-то образом даже расширять спектр своих услуг. Может быть, даже будете как подыскивать там новое помещение. Может быть, помощников будете себе брать, нанимать. Начнете расти, развиваться, и это замечательно. Особенно если вы, ну, например, сами на себя работаете, да, частным образом, то здесь однозначно рост. И без помощника будет очень тяжело. Да, вот, кстати, можете об этом уже сейчас задуматься и присмотреть себе кандидатуру, кто бы мог быть вашим помощником. Да, работы будет много, заказов будет много, людей будет много.
но и рекламы, причем бесплатной рекламы, очень хорошей рекламы, да, ее тоже будет очень много. О вас начнут говорить однозначно. Так, следующий момент. Следующий момент касается вашего близкого человека, за которого вы постоянно переживаете. Вот у вас за этого человека сердце болит. Я не могу сказать, по какой причине, но вот вижу, что как вы его считаете, либо ее считаете, может быть, немножко невезучим человеком, либо непутевым человеком, может быть, еще как-то называете, да, но у каждого по-своему отыграется, но все равно вы любите этого человека, очень переживаете и хотели бы, чтобы у этого человека все было хорошо. И вот, мои хорошие, с этим человеком, вашим близким человеком, что-то начнет происходить хорошее. Наконец-таки, знаете, как улыбнется удача. Может быть, какие-то разговоры, предложения, возможности. Да? Человечек прямо на ваших глазах начнет оживать, начнет улыбаться, радоваться. Да? Вот надежда появится у этого человека. Вы будете смотреть, и вам будет очень-очень приятно. Знаете, мои хорошие, вот как будто бы Создатель услышал ваши молитвы, вот ваши просьбы, ваши молитвы и ответил на ваши переживания. Смотрите, вы должны своего близкого все время во всем поддерживать, не запугивать, не вносить какой-то диссонанс. Понятно, что вы переживаете. Вот все свои переживания держите где-то глубоко в себе. А этому человеку только всегда на позитиве отвечайте. Всегда говорите: да, давай, вперед, да, я в тебя верю, все будет хорошо, все получится. Нужно давать очень хорошую, такую правильную мотивацию этому человеку. Если этот человек оглядывается и видит вашу улыбку, знаете, что у этого человека точно все получится, даже если он чего-то там не знает и не умеет. Вы, кстати, очень крутой мотиватор на самом деле. Есть такая сила у вас. Вы любого можете замотивировать. И то же самое любого вы можете, просто вот на 0 помножить. Есть такая сила у вас. Кто знает за себя, тот знает. Да, и без меня вы это знали. Я вам просто это подтверждаю. Так, что еще не заставить себя долго ждать? Похоже очень на чувства, на эмоции. У одних отыграется влюбленность, очень, кстати, яркая влюбленность, такая, знаете, бабочки в животе. А у других отыграется еще и плюс какая-то безумная страсть. Вот оно и так идет. Мои хорошие, здесь какое-то мероприятие, здесь будет какая-то соответствующая обстановка, где люди друг друга наконец-таки рассмотрят, увидят, начнут чувствовать друг друга. У кого-то прям страсти страстные случатся, а у кого-то любовь любовная начнется. То есть и так может отыграться. Но эти отношения, вот какими бы они ни были, с чего бы они ни начались, они все равно в долгую и в серьезную. Да? То есть это не просто какая-то разовая ситуация, либо там не какое-то обычное там чувство. Понравился человек, хорошо время провели. Не, это вот именно про долгую историю отношений. То есть, войдя в эти отношения, либо сойдясь с этим человеком, вы будете очень долго вместе находиться. Очень долго. Так. Здесь еще какая-то ревность идет. Ревность со стороны то ли детей, то ли родителей. Не партнерская ревность, именно дети либо родители. Возможно, ваши родители вас никогда не ревновали, либо ваши дети никогда не ревновали, а тут вы с этим столкнетесь. Мои хорошие, не надо агрессивно реагировать, не надо как-то в защитную позицию становиться, не надо этого делать. Нужно просто сесть и поговорить, объяснить, растолковать, да, может быть, даже дать какие-то заверения, гарантии, что все в жизни бывает, да, вот влюбилась, вот у меня сейчас отношения. Но это же не значит, что я перестану быть твоей мамой, да, либо я перестану быть твоей дочерью. То есть говорите, все проговаривайте, ни в коем случае не агрессируйте. Говорите с позиции мягкой силы, да, уговаривать надо, да, проговаривать и уговаривать. Не доводите до конфликтов, ни в коем случае, это противопоказано. Еще идут какие-то визиты, вы кого-то будете посещать, и там вам будут что-то делать. Может быть, какой-то массаж, может быть, какие-то процедуры, да, вот аппаратные процедуры. Опять же, может быть, касается красоты, может быть, касается конкретно каких-то проблем по здоровью. Вы знаете, вам очень повезет. Вам очень повезет, что вы нашли именно этого специалиста, либо обратились именно в эту клинику. Люди очень образованные, профессиональные и очень такие, знаете, чуткие
чуткие люди, вот они прям прислушиваются, все расспрашивают, бережно относятся к своим пациентам, клиентам, вам очень понравится. И вы очень быстро начнете ощущать, либо видеть эффект после этих вот всех процедур. Кто уже себе, ну, грубо говоря, получил назначение, либо, может быть, вы оплатили этот комплекс услуг, поверьте, вы ни разу не пожалеете. Наоборот, будете всем советовать и рекомендовать именно этого специалиста, либо эту клинику. Так, еще здесь человек на колесе. Колесо. Ну, кто-то приедет, явно кто-то приедет. Причем приедет как-то быстро, внезапно. Застанет, скорее всего, даже врасплох вас этот человек. Может быть, вы думаете, человек будет ехать как-то на транспорте, общественном транспорте, там, пешком будет добираться. Этот человек приедет на колесах. Велосипед, мотоцикл, машина, автомобиль, да, вот таким образом приедет. Может быть, вы в какой-то шутливой форме с этим человеком говорили, там, к себе приглашали. Вы не думали, что человек возьмет, да и действительно приедет. А он приедет. Либо, допустим, ваш любимый человек, он работает на транспорте. Да, вы, там, например, ждете человека там, через несколько дней, а человек приедет уже сегодня, например, да, либо завтра. То есть как-то быстрый такой приезд, скорый приезд. Скорый приезд, который застанет вас врасплох. Значит, девочки, если вы с кем-то недавно об этом говорили, причем в такой шутливой форме, либо вы действительно ждете, что человек должен приехать, готовьтесь уже сейчас, потому что человек приедет гораздо раньше, чем был разговор, чем человек вам пообещал. Так, еще у вас тут знак победы при каких-то очень сложных обстоятельствах. Вот такое впечатление, что все против вас. И у вас вроде как ни единого шанса нет. Не выиграть, не победить, ну, либо как-то о себе заявить, да, отстоять то, что считаете своим. Вот все против вас, все обстоятельства, все против вас. И вы в таком шоковом состоянии, вы не знаете, ну вот как мне выбраться из этой ситуации. Но вопреки вот этому ощущению, либо действительно факт, да, факт, все против вас, вам удастся прям в самую последнюю какую-то минуточку, секундочку победу перетянуть на свою сторону, да, победить. Причем здесь все обалдеют, а вы в первую очередь. Прям так скажете, что я победила? Да не может быть, да, вам даже будет сложно в это поверить. Я не могу сказать, как вы это сделаете, но буква В, она у вас, она над вами, и она как-то, вот знаете, над головой. То есть вы не видите глазами победу, но она падает свыше на вас, это победа. То есть все-таки зря вы в себя не верите. Есть у вас что-то эдакое, да, что поможет вам победить. Победить вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам и вопреки неблагоприятным условиям. Так, еще какая-то музыка. Музыка в виде действительно мелодии, да, игре на музыкальном инструменте, либо музыка в виде вы поете. Да, может быть, вы дома поете, так, чтобы никто не слышал. Либо наоборот, вы любите ходить в караоке и любите петь. Кто-то будет отмечать ваш, например, талант. Может быть, вам даже что-то будут предлагать. Да? Там, работу, например, там, певцом, певицей. Если вы играете на музыкальном инструменте, да, тоже могут предлагать работу ну, в ансамбле, например, в каком-нибудь, в группе. Может быть, тоже там коллектив вот, музыкальный. То есть кто-то будет оценивать ваши эти данные, творческие данные, причем на таком высоком уровне, и вам будут предлагать. В принципе, предложение такое лайтовое, но если вам это интересно, если у вас есть свободное время в виде как хобби, увлечения, почему и нет? Почему и нет? Вам просто нужно в этой музыке развиваться. У вас есть талант, определенно есть талант, но нужно еще чем-то скрасить этот талант, да, добавить, да, каких-то знаний, может, каких-то профессиональных штучек, там, навыков, да, что-то нужно еще делать. То есть вам будут предлагать, то есть ваш талант, ваша способность, она вызовет у кого-то очень живой интерес, очень серьезный интерес. Так, еще какие-то мешки, какие-то кульки, коробки, может быть, даже какие-то вещи. То ли вы перебирать какие-то вещи будете, то ли вам кто-то будет передавать, отправлять какие-то вещи. Вещей будет много, и вещи все очень хорошие.
Может быть, даже это ваши вещи, которые где-то там застряли, и наконец-таки они к вам попадут. Я вижу, что вы перебираете эти вещи, и вам прям так приятно на душе, да, что они наконец-таки к вам попали. А может быть, вы где-то за границей заказали какую-то там закупку вещей, и очень долго она к вам шла. Ну, придет, придет. Вы будете со своими вещами, вы будете им безумно рады, вам все вещи будут нравиться. Ну и, соответственно, я так понимаю, что вы будете это все использовать себе на благо. Так, еще важный момент касается какой-то очень суровой женщины. Женщина суровая, по характеру скандалистка, такая, знаете, требовательная, язвительная. И у кого-то даже отыграется, что, возможно, она постоянно матерится, допустим, да, либо постоянно со всеми ругается. С этой женщиной вас что-то свяжет, причем свяжет очень крепко. Кого-то работа, кого-то дело, кого-то какая-то ситуация. И вот именно в этой связке вы на эту женщину другими глазами посмотрите. По крайней мере, она перед вами откроется. И вы поймете, что она очень хороший человек. Человек, который, там, например, со сложной судьбой. И вот ее эта агрессивность, ее эта маргинальность, это следствие каких-то тяжелых обстоятельств в ее жизни. Это как броня, да, которую она на себя одевает и которой она себя защищает. Вы будете очень приятно удивлены, насколько она добрый, положительный, добросердечный человек. По крайней мере, к вам она будет именно так относиться. Я не могу сказать, что вы прям там задружитесь, лучшими подругами станете, но то, что она вас полюбит, и то, что она вам откроется, а вы, соответственно, откроетесь ей, это точно. То есть отношения будут, и отношения будут очень-очень хорошие. По крайней мере, от этой женщины очень много будет в вашу сторону добра. Добра, поддержки и каких-то нужных, приятных действий вот именно для вас. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.